Hürmetli ayalar, сейчас школа здесь, Мумоханво, старший дознаватель ОНД, лейтенант внутренней службы Сефикулиев Мурат Гаджиметович, инспектор по делам несовершеннолетних МВД России по Сулейман-Старскому району, младший лейтенант полиции Сагидов Славик Татарханович, участковый полномочный полиции лейтенант полиции Гаджалиев Резван Радикович. Вы его знаете хорошо, он у нас частый гость в школе. И ведущий специалист АТК Юзбек Сулейманович. Первое, я хочу предоставить слово Юзбеку Сулеймановичу. Изякте, че ава кали велика фазма везифа язва терроризма дезне, экстремизма дез акси хума. Чинала та сефердан лахана терроризма учета, экстремизма учета, чинайнол аборне кез буклет харнегана, күне келна чидаш, келна токсоя, келна келхия. Хан уч кенвата хам юри чир хон лазимия. Хам школ дамаз, хам пока келис фивадини кез герех каза. Заз инол кайдиз гонза. Ала вақтунда че районда вот жереба жер учатра авазо будущая хагагна спецучетла зона МВД система да ава исана. Авазо хабари арада дешелия. Ну, дешевле газовочно, но авозу все равно. Вот. Авозу, че она Сирии здесь фенва вот, дяве есть, загрузу ростов на стороне МТО, международных террористических организаций. Вот, хабрик не казу дешевле, хабри количество темир тоже, почти яхсорный суда хагаканва. Вот. Аяларова хабри, теперь хазана фенва боря, этимар телефна, она амазма хабре юлдашар аяларны галаз. Ала вадеда чи район дез хканва ада Сирияда кой аял. Сад цуадла год рождения, сад царедла год рождения. Гилкне фикирая. Изяти кер кусуназан, мублах деверия. Школа да ки фикир хан конда толка келис. Маса фикир ки келис атан кондаш. Колис кваден тарсар, вири келиза кудада кулукте, деде бубаде зябго. Школда малим резябго, чуру колах тому, жуала чахида лаха колах, пис колах, хсон куна ха колах кализ акут тому. Хама виридла важибло колахе. Террористар вучксар, террористар час хабор аксиксаре, аксиксар. Абре чпи адолде законар, канунар, че хукумате кабулза, выше эшелонра, абре самиш авабортош. Чинол он эхлахатане акулохана чпе дерде изваббаре. Yani чпе рике чоро ният ава исанаре. Загила вири хафтия бурлузоч. Ну белки авожол хабари арадане. Як düz рекез рамизва, düz рех колорзва. Вот ха хеваде да зе талаб може да ке школа да амаз, школа да амаз. Ха патрол феваде дане фикер гон. Чоро рекез сач озне рек тагон. Жуан эл лезгидо лозаде, жуан канярол ханконзаде. Масада лаха гафуни зябгана, фене чурук ола хавуна, пока достагламеш жадавол ауна кондач. Школа келнкте авадеда, хава высшее учебное заведение, резки поступать хан келда авадедене, сафикер хан конкла, только düzrek, düz лёлде жутхон. Масада чурук ола хескейта, масада лахан конда, и колах düztoш. И колах чуру колахя, и колах ализа худмир, научи чуру колах изва дхана, хада замечание обязательно в униконда. Белки авигафуна гаурда дюза хуна, дюза кал хкеда. Школа де кене ававаде дене, к защищенность лозума, к завозу кас, не ино Михаилов Роберт Михайлович. Вот, ханя хадазне кне ябгана хадла колахну униконда, ад к чуру рексачозне халурдач. Белки карехла сапата чара каси квести иже, атана квепсаша гугода, вот тас физва аназ, или ха малим де, или ха учительница де, туарчир на фамилачир, не икасик ише агакаблахана. Хак олак сачозне хализ акодмер. Лохозо, инhe пулгуд иколаха униконза, сачозне акте брек ягамер. Ягамер.
жов жвон düz рекалху. Школа да хика кюди де бади река туна агазот школа дес. Хаха са саламатулал де кю خیلی کنده کلیزنی تصاب کتاخی واده دا چرو کلا خاکور واده دا چرو اکده کلا خیز وا اسنا کور واده دا نه کجا اکا انانیم نه گرفتار службариз زنگونا لحاتنی جاز واده گذاب واده رزاله تصویر گایی بکلت رو هنوز 112 کنه کس گرفتار служба да хабар کس گلیگنا لهودو که کنه لهودو تو که دیشنی لحان کنده کنه территория химия химтор. А вот уголовная ответственность за участие в боевых действиях, сирдисен набрер, лагзав была уже дело возбудительного, чизва, бо чирхан набрер, они участвовали в том, вот так и вода сач возникались фикер померки, чна фяна ана уча вот акуна обратно каскадна, каз обратно рек уже и подахте же даш газав четенже. Хкез хабри арадис физика с газав рехачда, но абри арада кез и подахакат хон газав четенже. Вот так и вода чурук олахи идолде, чурук олах жедолде, септен фикерия, хар секасия кейл, понерало лазва, фикером потолде. حتی چرور قرض اون گنده نه. ازیت آخر میشه وادر آواز و هر جوره ابرز بهوش کاش راحت انجاز و گوز و هنوا شنوسار هنوا نسوایر میکنه ابر запрещенный обряд و چه Российской Федерации да. آواز و مسا حکومت هر запрещенный, но چه Россия де закон роде категорически ابر اختیار او شهر توش. آواز Гузва, тканарного, работник речки, соответствующий меры, кабулзу, хазва, но все равно активисались, эсэр жезвоч. Жо как и фихамир сажозны. Но только чуру, колах чуру, фики чуру не отрекетуна, как из лучше актив капаву лазим подача. А я жо кап, а я халисон кап. Жезв актив момент, аяла, хаблехи потават эти изи. Ama uç kapamıyor böyle. Hava ko hakt burne, hava zade. Ana vozo har jure sayta. Hava sayta призывар, hava son tarif ara ona mümkün tamam khane voz begelmiş o подписать же за сайде халаз, а хас хеда хинес, мач урекес. Мусив теч алау де гизода. Учила гузода, а фактически его заказ уже чизочка. Если же сама закасешки. Кэрсика у хакаса халас переписка давать хэ. А фактически масса исной, как халас связь долали. Вот так и вот это хамиша оде к эле река сафикерхох. Школа кусан дезкална, школа кусан хметрал дектяхна. И gelecek да поступать хана высшее учебное заведение рез келдаво. Сахо, кыза соолары ван. Соолар кайда апане жолар bo'lishdi. Чинайсята ГФГД, лейтенант внутренней службы Сефикулиев Мурат Гаджиметович. В МЧС есть два основных понятия. Это пожар и пожарная безопасность. Пожар, если простыми словами, это просто огонь, который вышел из-под контроля. А пожарная безопасность – это состояние защищенности что здоровья человека, что самого человека, имущества, государства от пожаров. Данное состояние достигается техническими методами, профилактическими. Есть около 15 методов всего. Вот на данный момент мы проводим профилактические, то есть доводим до населения, до учащихся основные требования по пожарной безопасности. К слову, уже начиная с 1 января на 4 районах, на территории 4 районов, которые мы контролируем, уже зафиксировано 18 пожаров и различных загораний. Последний пожар, как видите, в новом поселке недавно сгорел дом. Предварительная версия – это газ. То есть, опять же, имеется чуть халатность местных жителей. Они перед началом отопительного сезона не обращают внимания на отопительные приборы, в том числе газовые, электрические. То есть перед тем, как зажечь печь, они не прочищают дымоходы, потом вытяжку не смотрят,
состояние газовых труб, форсунок и так далее. И, как видите, результат. Дом полностью уничтожен. Но, слава богу, пострадавших жертв у нас нет. Но все-таки вред нанесен сильный. Так, в чем заключается у нас основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности? Самое главное – это контролировать. Вот, например, вы где-то сжигаете мусор, траву или иные предметы, от которых хотите избавиться. В первую очередь контролируйте ситуацию. Нельзя вот так просто зажечь и уйти куда-нибудь. Огонь может перекинуться из-за сильного ветра. Или, не знаю, там, добавите мусор, там, что-нибудь, баллон с газом. Всякие бывают же с красками. Они могут лопаться, разбрасывать осколки или угольки. Соответственно, распространяется пожар. И если уже пожар распространился на чужую территорию или соседскую территорию, за это уже предусматривается и административная ответственность, и в крайнем случае, если имеются жертвы или сильный ущерб, уже уголовная ответственность. Второй пункт у нас связан с газовыми приборами и электрическими. Самое главное правило: когда выходите из дома куда-нибудь, всегда выключайте электрические приборы и газовые приборы, никогда не оставляйте их включенными. У нас в районе часто бывают скачки и перепады напряжения, и с газом такие же проблемы у нас бывают. Иногда давление повышает, иногда понижает. Соответственно, можно увидеть результат таких аварийных ситуаций. Второй метод – это следить за маленькими детьми. У всех есть маленькие братья, сестры. Дети, они не понимают вообще, что такие спички, какие от них последствия бывают. Детская шалость. Поэтому за ним всегда надо приглядывать, чтобы не натворили таких вещей. Третий пункт – это знать, какие действия надо предпринимать в общественных местах. Это школа, больница. Если увидите, что человек совершает противоправные действия, связанные именно с пожарной безопасностью, надо сразу довести до соответствующих органов. Можно и нам сказать, вот в полицию сообщить об этом. Потому что, всякое у людей в голове бывает. Некоторые, кто-то совершает противоправные действия, кто-то из-за мести поджигает дома, машины. И это тоже заканчивается, жертвы бывают у нас, погибшие бывают, пострадавших много очень. Четвертый пункт связан в основном на транспорте. Бывает так, что едете на автобусе, заметили, где-то дым выходит, где-то замкнуло, где-то горит, короткое замыкание в основном в автомобиле, или хлопок газа. Сразу надо сообщить, если вы в общественном транспорте, водителю уже предпринимает соответствующие действия по эвакуации. Надо помогать. Если имеются пострадавшие, надо их выносить, помогать, первую помощь оказывать. Так, пятый пункт. Это сейчас вам объясню по поводу огнетушителя. Как пользоваться огнетушителем. Это самый важный инструмент из первичных средств пожаротушения, благодаря которому у нас предотвращается порядка 70-80% пожаров. Кто-нибудь знает, как пользоваться огнетушителем? Элементарное устройство, очень все просто. Если общее устройство рассказывать, это состоит из баллона. В баллоне это имеется у нас порошок. Данный огнетушитель у нас порошковый. Запорно-спусковой механизм. Здесь имеется индикатор, показывает, имеется ли давление еще в огнетушителе или закончилось. И трубка, это насадка, служит для распыления. В первую очередь, перед тем, как пользоваться огнетушителем, надо в первую очередь посмотреть именно на индикатор. Если индикатор находится в красной зоне, уже бессмысленно пользоваться. Давления нет, не сработает. Надо в первую очередь посмотреть, и имеется ли пломба. Некоторые халтурят с этим, пломбы срывают, и мы не можем понять, это действует или не действует. То есть вот так, наугад надо. Правила пользования. Наверное, с урока ОБЖ вам уже понятно, как пользоваться. Еще раз покажу. Перед пользованием надо сорвать чеку. Вот чека. Чека вставляется для того, чтобы не было таких случайных активаций огнетушителя. Там кто-то тронул за рычаг без чеки, оно сработало. Это уже, можно сказать, на утиль надо сдать. Сорвать чеку, направить строго на горящий предмет. Не огонь срывать, не пытаться сам огонь потушить. Именно на горящий предмет. Вот, например, горит пол. Вот огонь поднимается, там 1,5 метра или 2 метра. Не надо огонь тушить, так разбрызгивать. Именно надо пол. Что горит, то и надо потушить. Если застали пожар, горит ниша. Ниша имеется в виду углубление.
перед тушением, вот, прямо перед нишей нельзя стоять с огнетушителем. Будете тушить, вот, подадите под высоким давлением порошок, все обратно вернется, обратно тяга начнется и в лицо ударит. И горючие продукты, и сам порошок, он чуть токсичный, в глаза попадет, уже проблемы будут со зрением. Поэтому либо стоять с краю вот так подавать, чтобы ожогов не получить. Если есть перчатки желательно надеть в таких случаях. Либо издалека постоять и, ну как очередями, нажали, спустили, подождали, посмотрели, найти опять очаги, какие остались там, и дотушивать. Если застали пожар уже разгоревшийся, желательно сбить огонь в тех местах, которые распространяются на эвакуационном пути, чтобы успеть самим выйти и чтобы другие люди успели. Но большие пожары уже огнетушителем вы никогда не потушите, поэтому мой совет вам, сразу позвоните на номер 112. Можете 01, 101, но 112 сейчас уже по всему Дагестану сработает. Всегда набирать 112. И в первую очередь скажите точно адрес, где находится. Потому что пожарные, они, конечно, могут по дыму угадывать, но они еще должны знать подъезды, как подъехать к объекту. Информацию, точно адрес, что горит. И если есть люди внутри, об этом тоже надо рассказать. Даже если нет людей, все равно скажите, возможно, внутри имеются люди, чтобы они подготовили свои дыхательные аппараты и смогли зайти в горящий объект и эвакуировать, или вынести пострадавших, или кто без сознания, например. Еще у нас имеется среди огнетушителей, ну, порошковый самый распространенный на таких объектах ставить. Еще есть у нас углекислотные и воздушно-пенные. Воздушно-пенные вы чаще всего можете заметить на автомобилях. Они используются чисто для тушения синтетики, для тушения легковоспламеняющихся жидкостей, горючей жидкости. Это бензин, керосин, горючие масла, горюче-смазочные материалы. А углекислоты у нас чаще всего используются для тушения электрических предметов, которые находятся под напряжением до 1000 вольт. Выше 1000 вольт уже нельзя тушить, потому что только может ударить даже через воздух, даже через этот газ. Порошковым можно тушить только твердые горючие материалы, частично электрические, 220 вольт, не выше. И ну, можно даже синтетику, вот горит ткань или пластик, тоже можно тушить. Но опять же, надо соблюдать технику безопасности, держать дистанцию 1,5-2 метра, не приближаться к огню, на других не направлять, держать ровно, потому что от отдачи может вот так скинуть и себе в лицо попасть порошком. Это опять же может привести к травмам различным, отравление, опять же дыхательные пути могут забиться, в глаза могут попасть и так далее. Так, ну и в конце хочу сказать, вот, если, например, увидели горящий дом, ну, застали пожар, и внутри имеются люди, оцените сначала обстановку, посмотрите вообще, где горит, что горит. Если нет сильного задымления и еще перекрытия не начали обрушаться, постарайтесь позвать старших, взрослых и самим попытаться выйти человека, если имеется пострадавший. Не в глубине здания, а вот на путях эвакуации, там не добежал, потерял сознание, упал. Постарайтесь вытащить и оказать первую помощь. Ну, желательно так вызвать старших, подозвать, потому что счет идет на секунды, пока пожарные приедут, человек может умереть. А от ваших действий зависит их жизнь. По первой помощи мы хотим скоро организовать учения на этой школе по пожарной безопасности. И по первой помощи мы постараемся привлекать к этому спасателей, покажем, расскажем, как все это делается. Но сами еще там в интернете можно найти видеоуроки, можно найти наглядные пособия, что да как. Ну, учитесь этому. Кто знает, может, не дай бог, чтобы пожары случались у нас. Это страшное явление. Ну, вдруг застаньте, вдруг человеку не только от пожара плохо станет, вдруг током ударит, вдруг машина сбила. Надо знать основы оказания первой помощи и спасете чью-то жизнь. Куда младший лейтенант полиции Сагидов Славик Катарханович, ама язучий инспектор по делам несовершеннолетних. Метло Элар, инспектор по делам несовершеннолетними
Что постоянно с вами работу проводим, профилактику. То есть наша работа заключается в основном проводить с вами профилактику. Я основное свое внимание хотел бы заострить на основном на проблеме, которая сейчас существует. Это насвай, снюс, как предыдущий наш гость вам сказал. Употребление насвая и снюса сейчас очень на большом контроле, и это очень вредное вещество. То есть я вам скажу, если один раз, как ваша терминология говорится, закинуть под губу этот насвай, это равнозначно, что вы сразу 10 сигарет сразу скурили. То есть последствия от него очень плохие. Возникает рак желудка, слизистая нарушается, рак губы и так далее. Там много-много чего плохого, как приводит этот насвай. Если даже случай, у нас в районах тоже уже немножко есть случаи молодежь, которая употребляет. Я вас хотел бы предостеречь, чтобы среди вас такого не было. Обязательно, если есть рядом магазины какие-нибудь, которые продают, которые реализуют вот эти снюсы, насвай, обращайтесь, у вас есть свой зам по безопасности, к нему обращайтесь, к учителям обращайтесь, и они, в свою очередь, оповестят нас насчет этих магазинов. Еще я сказал бы насчет пропусков в школе. Если по неуважительной причине даже ребенок пропускает 3 дня школы, это есть основание написать административный протокол на ваших родителей. То есть привлечь к административной ответственности ваших родителей. Потому что ребенок по закону обязан и должен учиться в школе. Скопление происходит у вас в последнее время тоже у детей, происходит разного вида скопления. В разных заброшенных домах употребляют адреналины, курят сигареты. Я попросил бы вас тоже, чтобы в таких случаях, если есть такие дома, где знаете вы, где курят, выпивают, тоже сообщите, пожалуйста. По ночное время тоже хотел бы вам сказать. Ночное время после 10 часов без родителей несовершеннолетние категорически не имеют права. То есть если имеют право, то с родителями должны быть на улице или где-нибудь. В противном случае также составляется протокол на ваших родителей. Несовершеннолетние к административной ответственности имеют тоже привлекаться уже 16 лет. Но в исключительных случаях имеет право даже уголовной ответственности привлекаться с 14 лет. Если вот распространенная по школам в основном, это у нас как бы тема кражи мобильных телефонов. Даже если при краже мобильного телефона, и вы не думаете, что вам 14 или сколько-то 15 лет, вы не будете привлекаться. За кражу телефона уголовная ответственность идет. Так, есть еще примеры, я хотел бы по наркотикам привести примеры, потому что сейчас в данной ситуации по республике есть, по России есть много случаев, когда специально детей вводят, вербуют в это дело, то есть передают детям на разного вида спичные коробки, наркотики, пакеты, передайте, или то, что на детей внимание особо не обращают, сейчас типа они так думают. Не передавайте никому, не берите эти пакеты. Если вы обнаружите подозрительные пакеты или где-нибудь заброшенное что-нибудь, сразу сообщите также к старшим учителям, директорам и кому-то это ни было. По терроризму я бы хотел акцент сделать тоже небольшой. Ваши социальные сети тоже сейчас, вы думаете, что ваши социальные сети тоже, они все на контроле. То, что вы выкладываете в социальных сетях, в разных родах, одноклассники, вот эти вот аватарки ваши экстремистской направленности, пожалуйста, это не делайте, потому что есть специальная служба МВД, производит мониторинг. То есть они отбирают специальные вот эти вот ваши инстаграмные или эти аватарки, и по ним производится работа. Есть много случаев, когда сотрудники ФСБ, не зная этого, никто не знает, когда сколько случаев было, вот недавно примерно, приезжали с Москвы к ребенку одному, да, и этого ребенка по этим социальным сетям вычислили и производили разного вида допросы, причастен он ли к чему-нибудь или кому-нибудь там экстремистской направленности.
экстремисты это тоже люди, которых ничего хорошего в них нету. Эти люди под любыми предлогами, под любыми этими исламской направленности или как бы это ни было, они хотят нарушить целостность нашего государства, то есть против нашей политики, против наших законов. Они идут все против, только против. И недавно вот пример вот этого Беслана, приведу вам пример Беслана, который более 300 с чем-то человек, унес жизни 300 детей, в основном там были дети. У них ничего общего нету, ничего святого. Так в основном я вам сказал, да, в принципе так, добавить-то мне нечего. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. 10 Гавгудычна, участковый уполномоченный полиции, лейтенант полиции Гаджалиев Ризван Радикович. Салам алейкум, Кезюридас. Засказ лозга заяла, что знал до этого ночи Манры Катанова, захотел то изя хана жевательная резинка, рабурова, табачные изделия, различные. В основном изята знаменитый снюс луда хадакарахаз глаза, как колос. Гзаф Айларова Нянер Хайкоджез, заброшенный колера инра, чазвери информация, чалгасо, чазвери лугузво, качоз, хахте абур потребляться. Именно кюана волузача, а вот бы чазвужар дан чизойда, че профилактика тухузо обркалось. Но тем не менее, за кюзни лугузго знал, герек очер компании рекрутил кто-то, вообще связывался с таким. Джихил аялар кнекемос кюмер хак чорно хайта, пока кез лапче тежда, пока кялис на диде бодюли кахкана хайта, кез лапче тежда. Изятомос княхте образ жизни тхосхита. Пользуясь случаем камер ланза с диде борезное обращение с гоза, пока мланянул де за материальным богатством, за этим гнаться не надо, надо воспитывать своих детей, школу да учитель абро должным образом воспитание каэлэрзни когда будут тоже. Харючи диде бодган гожу айолд воспитание. Диде хине это ой, буба хине это ой, колохол и ферол ди колохол алам кез айол учил чех тиарди хана нормальное воспитание тяжез интернет регерек очер сайт рахакез. Герек очер бахка связываться же с колера катиз, неоднократно косумхрал хана случая ребур. А их оттяжедовал, к аялрис достойного воспитания гана, к аял килигу общаться ку, это уже большое стоит даже у аялдых общаться кан беседы хана. Амо аялды злоб чехе уже амя хадака себеб жезу. Да, зазнал русгозумат аялрис про пропускной режим в школе. Инолкез инспектор Педендин Лаганова. Более 3 пропусков кела составит тоді күй родителей келава административного протокола. Периодически за проверки зодя күй журнала школы. Будьте добры, не пропускайте занятия, посещайте. И герек очер колахро заниматься такому. Вопрос Аронкес. Килига, если угодагав, амоскита снюсар гузабр потакави, любой учил просовоскитан кез, номер маквирдаго, рекинрол, кеник на фаеданова, виринрова за зенга лага. Сахуй. Hürmetli balayar, zazisata siftenci fez közvučik tehtelatiz gozu. Kanidla gaduna чи школы истории Тарсара, чна тхозу акции блокадных хлеблугоз. Хада символ язва вишни канивод грамм фу. Кез тхонон
iqarqalana nit xonat ghileq kachqo köy klasr txonata hele gaqna nit xona bursat qoyda onu txoz pakana mı çaz vaqt mi köqoznov qani ridlayn var doldi hele xoche klasr txonat z чизво значит in учла хагафи балаяр yiqa insandal kühti ayolral kuchahidal hol sad vishni qaniwat gram futir ha hakti zamana chidde bu bar ehna chna şu выиграть хан ихти диавера цаяра акатна ке ихти güzel ömür ganma künük ömür çurun sahiniyet sa ata vучет чгуна gerek avachir şeer ata metik kutunalı voz im dispozator küne ibur hak guzbatuş balaya kü hakti цаяра акатну küdide bu boyar hakti kevevler akatnu kürik alavat ket bul vaqtar vatuşir folni dar zatir aluk dar partoldan dar zatir даже чнак алда вақтаран хакти бул волкайдур көз сат вери булсу мо белки сат хакти авоже ди көз причина яр белки көлет ан разитушир авоже ди хан экзаменер кана абур хакти бур күлүшлү яря и хелел атанақо колахрис килигал хукумати көз чирхух маса хукуматта лузу майнал дюзлахано чез инолатан мачи специалистри абур Ükü zuru akunvay senaryo zabur spih elalatan wa abur hakti abur случай хаnak na közluğuz vadi. Masa hukumat fena жива и güzel hukumat gadan fen seride служить дadi им hikti patriot им hikti insoy çi hukumati. Jedan köçes. Hakay vaqtut balayar küköl muqayet hu. Küne kü har sadfomaya helemele küne saniyet huchat lahana ba им хихти детани вери хукумат ризавади савучит анхти чору белки савучит ават аллахан кюразиту ширколахар хана руср қсол хузади хорошо где нас нет лахана она звучит ават анчизатуш они сфена бурга ино юзбек халут кес қсол ханая хиқоер лаханада она кез возвращает лахата кезам вери кез кода бол жад лахата парари хам уже маса хукумат изфи сири дани ата иран рани микин руфяна кü иқуана фен анучавади hakel kükelizni fey vaqtura kü amkel kükal maqayt kok madli chazina olan wa iqarit aqon kanu ihti koler viri kol kan qaqajno тем более сята это пластиковые окно ярнир карарны кутурла сафад цақаз вадя hiç даже минут цақуна амже звуча кутармише звуча вуче злозу кез пнел вуджет белки я час köl bazı vaxtara kü dide bu bari kü vaxar stxayar köl vihana kole uçu zahata küseke ayalar ilana kola xrol fot fiza bravadiyo kü qeş dal kola kü kligin kod gaza golnumani ek kadarmani ütüx kudmani kü köl muqayyat kan kozu hakay vaqtut balayar inallahu ma ihtiltar biri köz sa ihtilatni zarar di ihtilatuş köz biri küne qaçuna i minfat i gafarol küne küpata çazisata köz çok sağolğuz kozva küçön sara iqoçi ayalri dardı kana çaz iqo ihtiltar avur